действительно ли вкладчики пенсионного фонда могут оставаться пассивными? Или они могут проявлять определенную активность и каким-то образом влиять на свои пенсионные активы, на инвестиционную доходность? Об этом задавались вопросом, может быть, с момента открытия или запуска накопительной пенсионной системы, но и только в 2021 году идея была реализована. Вкладчики получили возможность часть своих пенсионных активов по своему желанию направлять в компании, управляющие инвестиционными портфелями. Как это происходит, насколько сложно сделать, кто воспользовался такой возможностью? Давайте поговорим сегодня об этом. И в наших беседах о пенсионной накопительной системе сегодня у нас участвует Лизат Амиргалиева, начальник управления анализа инвестиционного портфеля Пенсионного накопительного фонда, и Алия Тусеева, она заместитель директора департамента учета и отчетности пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда. Мне очень интересно, говорили об этом много, но, как представляется, пока еще не все вкладчики понимают, как это сделать, и немногие решились на этот эксперимент. Или я ошибаюсь? Спасибо за вопрос. В целом, как вы сказали, действительно, с 2021 года вкладчикам дано право перевода части своих накоплений управляющим инвестиционным портфелем, так называемый УИП. Однако вот эта часть, которая передается в УИП, она должна была быть не более минимального порога. Уже с 1 июля 2023 года вкладчики могут переводить до 50% от своих накоплений, управляющие инвестиционным портфелем. В принципе, все вкладчики могут это делать. Более того, если у вкладчика добровольное пенсионное накопление, то всю сумму можно переводить в управляющий инвестиционным портфелем. Вот если говорить о цифрах, насколько я помню, около 21 триллиона тенге сейчас пенсионных активов накоплено. А какое количество переведено в УИП? Если говорить в деньгах, конечно, сумма небольшая. На сегодняшний день это порядка 60 миллиардов тенге. Это где-то 0,3% от пенсионных активов. Мы видим, что, конечно, пока еще есть над чем работать, пока интерес вкладчиков не сильно большой, однако мы полагаем, что вот те послабления, хотя бы в части увеличения суммы, которые дозволено переводить, в дальнейшем все-таки будет больше интереса со стороны вкладчиков, больше будет переводов. На сегодняшний день ЕНПФ заключено 5 договоров с УИП. Это у нас Halyk Finance. Не 5 договоров, а 5 компаний, с которыми, да. 5 управляющих. И 5 договоров. То есть процедура такова, что, соответственно, управляющие инвестиционным портфелем, они должны соответствовать определенным требованиям, и уже после того, как они соответствуют данным требованиям регулятора, заключается договор со стороны ЕНПФ с этими управляющими компаниями. Это Halyk Finance, это Halyk Global Markets, Jusan Invest, Centra Securities и BCC Invest. Я вот как раз хочу подчеркнуть, что мы как раз сейчас 5 договоров, это те договора, которые пенсионный фонд заключил с управляющими компаниями, но не 5 договоров от вкладчиков. Да, совершенно верно. Да, ну в целом мы ожидаем, что интерес со стороны вкладчиков будет расти, потому что по некоторым из управляющих инвестиционным портфелем достаточно высокий показатель доходности. Если смотреть по результатам 2023 года, некоторые из них достигли даже 17%. То есть они превзошли показатели Национального банка как управляющего? Ну, по сути, можно и так сказать. Можно сказать так, да? Ну, это же нормальная конкуренция на рынке, как я понимаю, и если Нацбанк немножко отстал, давайте честно так и скажем. Ну, по сути, как говорится, интерес будет появляться там, где будет спрос, да, ну, то есть, соответственно, чем более привлекательны будут инвестиции, тем, наверное, и интерес со стороны вкладчика будет расти. То есть вот я правильно поняла, что любой вкладчик сейчас может перевести свой определенный лимит управляющий до 50%? Или есть какие-то ограничения? Вот, ну, допустим, получатель пенсионных взносов уже не может Получатель пенсионных взносов, ну, получатель уже пенсионных выплат, да, вы выплат, имеете в виду? да. Человек, Получатель который выплат. достиг пенсионного возраста. Он не может перевести накопление в УИП, потому что даже законодательно закреплено о том, что
при достижении за 10 рабочих дней до достижения вкладчиком пенсионного возраста Мгм. его деньги из УИБ переводятся обратно под управление Национального Мгм. банка. Мгм. И с этого момента уже выплаты пенсионные идут именно вот Мгм. Он становится получателем, а да, не получателем вкладчиком. пенсионных выплат, и выплаты идут уже вот. Давайте эту тему продолжим. Вот кто устанавливает и какие требования существуют к управляющим инвестиционным портфелям, да, кому могут быть переданы активы? Ведь кому же попало не дадут, это же, видимо, отбор идет, и жесткие критерии есть. Да, там есть определенный ряд требований Мгм. уполномоченного органа к, ну, к профессиональным вот участникам, управляющим инвестиционным портфелем. Эти требования в основном это размер собственного капитала, Мгм. минимальные требования к размеру собственного капитала. Затем это требования по отсутствию каких-то взысканий, нарушений пруденциальных нормативов, неисполненных каких-то мер надзорного реагирования, потом отсутствие убыточной деятельности в определенный период у управляющих инвестиционным портфелем, отсутствие фактов нарушений, наличие акционера, который владеет 10 и более процентами акций управляющей компании, и отсутствие признания действий управляющего инвестиционным портфелем или его руководящих работников как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг в течение последних 12 месяцев. Мгм. Можно ли уточнить, вот я помню начало пенсионной накопительной системы, когда были созданы КУПА, то есть они создавались специально, компании по управлению пенсионными активами, они создавались специально под эту задачу, а здесь УИПы, они общего, да, формата действия, они могут с любыми работать активами или исключительно с пенсионными? Нет, они работают в целом с любыми активами. То есть Мгм. даже как бы человек со стороны, ну, не вкладчик пенсионного фонда, просто Мгм. может вложить свои накопления какие-то личные под управление управляющим инвестиционным портфелем. Мгм. Просто одной из направлений деятельности управляющей Мгм. инвестиционным портфелем является именно имеющий лицензию, именно управляющий инвестиционным портфелем, который имеет лицензию, является эм, осуществление управления пенсионными активами. Мгм. Да, компании такого общего Да. инвестирования, да. Вот давайте посмотрим, а как можно выбрать компании? Их сейчас 5, да, которые могут такую услугу оказывать. Ну, составим портрет УИП, да, и в то же время подскажем людям, на что смотреть, на что обратить внимание, что надо учитывать, может быть, какие-то рискованные стратегии, может быть, более такие лояльные, может быть, осторожные, может быть, на что-то финансовое посмотреть, какие-то показатели. Подскажите, Ну, как пожалуйста. Алия сказала, в принципе, вот этот вот предварительный, да, как бы срез Мгм. регулятор уже сделал за Мгм. вас, поскольку есть определенные требования к капиталу, отсутствие каких-либо нарушений по опыту. Это достаточно серьезные крупные компании, но вы как вкладчик, вот непосредственно вы, к примеру, решили перевести, вам обязательно необходимо проводить свой анализ. Посмотрите на сайте ЕНПФ, в принципе, информации очень много. Посмотрите финансовые показатели, в том числе характер инвестирования. То есть мы... То, вот о чем я говорю, финансовая стратегия в инвестировании. Да, то есть есть декларация, которая, Мгм. соответственно, есть глобальный перечень активов, разрешенных к инвестированию пенсионные активы, это уже вот регулятор. Из этого, соответственно, каждый УИП составляет свою собственную декларацию, куда он намерен инвестировать. И ЕНПФ уже на своем сайте ежемесячно обзор размещает, какие характеристики, да, то есть какие показатели доходности, какие были приобретения, что продавали. То есть все эти показатели, в принципе, они наблюдаемы. Вам необходимо обязательно посмотреть эту информацию. Помимо этого, мы также рекомендовали бы посмотреть на сайте АФР, то есть какие санкции, какие меры регуляторного характера применяются в отношении УИП. Ну и в конце концов репутация. Нравится вам, нет, как проводят агитационную свою работу УИП. Это тоже важно на самом деле, поскольку, как Илья сказала, это компании широкого спектра услуг, в части и брокерские, дилер услуги оказывают, и управление отдельными портфелями, пенсионными активами.
В целом, сам вкладчик должен хорошо понимать, с кем он хочет дальше работать. Никто, ни НПФ, ни Нацбанк вам не скажет, вот идите, вот там будет такая гарантированная доходность, поскольку это ваши непосредственно финансы, и вам обязательно необходимо к этому вопросу подходить с определенной долей ответственностью. Ну давайте еще успокоим. А можно ли их назад вернуть обратно? Можно, да? Можно. То есть, но, если... да, нюанс. Да, Всегда есть давайте. но. Ага. Вообще пенсионные активы, в принципе, это вот не только там, в масштабах Казахстана, но и в целом понимаем, что это среднесрочные, долгосрочные инвестиции. Соответственно, показатели доходности, они должны иметь определенный срок, да. И, ну, предположим, вы выбрали УИП, перевели накопление, что-то не понравилось вам можно, но не чаще одного раза в год, либо вернуться в Нацбанк под управление. Тем самым, то есть вы даете шанс, чтобы определенную доходность показать, да, понаблюдать, соответственно. Вот, есть такие условия. Но я думаю, в принципе, они тоже достаточно легкие в исполнении. Есть вкладчики, которые очень регулярно отслеживают доходность, которая зарабатывается в УИП, и при каком-то изменении, например, не устраивает их, они выжидают год положенный и переводят. И переводят, да? Давайте тему рисков тогда продолжим. Какие риски еще существуют? Вот я услышала, что это может быть такой черный-серый рынок, говорит о том, что можно перевести деньги вот в УИП, а потом их можно обналичить. Действительно ли это так? Возможно ли такое вообще? Досрочно, до выхода на пенсию. Что это такая вот калитка вывода? На самом деле, если вы такое услышите, то это должен быть красный флажок. В принципе, это невозможно. Необходимо понимать, что персонифицированный учет и в целом единым оператором по учету пенсионных активов остается ЕНПФ. В УИПы средства переводятся обезличенные, то есть по сути УИП он не знает вот конкретно это что ваши мои средства, или ваши, мои, или да. ваши, да? То есть помимо УИП в данном случае участвует ЕНПФ как минимум. Плюс ко всему вы в своей выписке видите эти активы. Если же вас вовлекают в такую схему, она мошенническая однозначно. И, скорее всего, вас попросят о каком-то вознаграждении. Ну, здесь однозначно точно. Да, то есть откат дать за такое? Да, это мошенничество, и это невозможно, поскольку по выписке вы будете видеть, что вот такая сумма, которую вы переводите, она уже под управлением УИП. Далее УИП, он не может просто, да, на этих средствах сидеть, инвестируются в финансовые инструменты. То есть помимо того, во время инвестирования есть еще другие, да, независимые стороны в лице кастоди. Эта схема невозможна раз, и это мошенничество два. Сразу бегите и не оглядывайтесь. А вот вы сказали, в личном кабинете отражаются деньги, которые они там дифференцированно, да, находятся. Это в УИПе, это в этом. И можно смотреть, кто как зарабатывает, да? Да. Далее. Это занимается вот как раз вот наше подразделение. Действительно, учет всех накоплений ведется на едином счете, на индивидуальном пенсионном счете вкладчика. И в момент перевода в УИП, в день перевода, вкладчику открывается субсчет, где отражаются деньги, именно находящиеся под управлением в УИП. Я вот хотела добавить к пояснению Лизат о том, что действительно УИП даже не видит, что деньги вкладчика, именно конкретно этого вкладчика, пришли к нему. Он видит просто полный объем, полную сумму накоплений активов, которые ему были переданы из Национального банка. Одной общей суммы. Он не видит в разрезе вкладчика. Они обезличенно туда поступают, но тем не менее у каждого на счете это отражается. Мне кажется, это очень важно, да. И вкладчик сам может контролировать по своей выписке, он может видеть, как и средства, которые находятся под управлением Национального банка, и средства, которые находятся под управлением УИП. Давайте эту тему еще дальше разовьем. Да? Мы все хорошо знаем, что одно из важнейших преимуществ нашей накопительной пенсионной системы является гарантирование государством и сохранности, и даже доходности на уровне инфляции, если я правильно сформулировала. А как в УИПах гарантируется? Ведь люди могут переживать, и, может быть, этот фактор определенного недоверия или страха есть, когда они понимают, что они из государственного большого такого гарантированного сундука отдают в маленький кошелек частной компании. Вот тут как?
Да, действительно, деньги, которые находятся под управлением Национального банка, на них распространяется государственная гарантия. Мгм. Гарантия включает в себя, как вы правильно сказали, это размер взносов с учетом инфляции в момент достижения пенсионного возраста. И получается таким образом, что средства, которые находятся в Национальном банке, они гарантируются государством. По средствам, которые были переведены в УИФ, там доходность обеспечивается самой управляющей компанией. Мгм. Соответственно, и гарантий по обеспечению а, средств, они закреплены также за УИП. Это обеспечение минимального уровня доходности, которое гарантируется самой управляющей компанией. Как это происходит? По результатам определенного времени каждая управляющая компания должна рассчитывать, Мгм. заработала ли она нужную доходность, которую она должна гарантировать. И если происходит такое вдруг, да, что эту доходность она не обеспечивает, то тогда по результатам года она возмещает на индивидуальные пенсионные счета в виде денежных средств Мгм. перечислением за счет собственного капитала из УИП в Национальный банк. То есть я хочу уточнить, действительно это ежегодно компенсируется потеря, да? Нет, Или, знаете, или, или по итогам, когда уже на пенсию выходишь? То есть вот этот момент уточните. То есть хочется понять, порядок и процедуры возмещения может быть более конкретизировано, детализировано. тех средств, которые находятся под управлением УИП, результаты оцениваются ежегодно. Если по Мгм. результатам года управляющая компания не заработала нужную доходность, Мгм. то она должна компенсировать по результатам года, Именно года, да? Не дожидаясь выхода человека на не пенсию. дожидаясь выхода человека на пенсию. И она вот эту сумму компенсирует, она зачисляется на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ, да, который ведется, да? Не то, что вот на ту сумму, которая остается у него в управлении. Она возмещает на фонд, да? Я так понимаю, что счет получается разделенный на две части, да? Хочу для себя понять. Вот часть остается в ЕНПФ, а ну, допустим, 50% он перевел в УИП. Вот это возмещение происходит на счет в ЕНПФ или на счет в УИП, который там. Как Вот тут? смотрите, Ага. когда Да-да, вы да, говорите очень счет, понять хочется. когда вы Ага. говорите счет он всегда в ЕНПФ. Мгм. То есть ЕНПФ полностью ведет Мгм. индивидуальный пенсионный счет вкладчика. Мгм. У УИП нету информации по вкладчику вообще никакой. Мгм. То есть сколько денег на счете вкладчика видит ЕНПФ и Мгм. вкладчик. Мгм. А, При этом в выписке есть разделение, да? Эти деньги в УИП, эти Мгм. деньги в Национальном банке. Вот, и на какой при этом разделении, на какой счет он зачислит, да? На то, что находится в Национальном банке, это гарантия государства при выходе на пенсию Мгм. в размере взносов с учетом инфляции. Мгм. На те деньги, которые находятся в УИП, это гарантия управляющей Мгм. компании, и гарантия эта наступает, если УИП не обеспечивает нужную доходность Мгм. по результатам года И оценка он по происходит. результатам Да, года их по результатам года. доначисляет. Да. Но мы хотим сказать, что на сегодняшний момент, вот за период с 2021 года, ни разу не возникало такой ситуации, что УИП должны были возмещать какие-то средства. Ага, ну это уже Они отрабатывали с нужной доходностью. да, это уже хорошо. Ну вот цифра про 17% почти, да, вы сказали, или чуть больше Да. 17. Она, конечно, впечатляет. И давайте тогда поговорим о том, как можно перевести свои деньги в УИП, что надо сделать, кому написать заявление, кого надо послушать для этого, какие бумаги оформить, можно ли удаленно. В общем, много тут вопросов возникает. Вот. Ну, сначала нужно Расскажите, да. какой-то анализ провести, вот как Мгм, Лизат уже мгм, говорила, да, оценить возможности свои, УИП, и уже по результатам анализа, если вкладчик все-таки принял решение перевестись в УИП, он должен подать заявление. Заявление может быть подано путем личного обращения, либо путем электронного обращения на сайте ЕНПФ КИЗ в личном кабинете можно подать заявление, используя электронную цифровую подпись. Мгм. Он пишет определенную сумму, какую он хочет перевести, да? А может он там в два фонда перевести, ой, простите, в управляющую компанию, в две компании или в три, или во все пять. Он может перевести во все 5
УИП, Мгм. но перевод ограничен, сумма перевода ограничена. То есть общее вот не более 50, а вот эти 50% своих накоплений он может Раскидать? перевести, раскидать. Это Да, то, хоть в 5 что... УИП. Да, это, как говорится, не держите яйца в одной корзине. Переведя вот накопление в УИП, вкладчик в выписке увидит и Национальный банк, и, например, все 5 УИПов, в которые он перевел. Мгм. Вот по ограничению суммы хотелось добавить, что вот Лизат уже сказала, 50% от накоплений с 1 июля 2023 года. Мгм. По вкладчикам, которые заключили договор со страховой организацией, договор пенсионного аннуитета, Мгм. после перевода денег в страховую организацию оставшаяся часть накоплений может быть полностью переведена в УИП. Мгм. И по вкладчикам, которые добровольный пенсионный счет имеют, Мгм. добровольного пенсионного накопления счет, вкладчики эти также могут перевести полностью все накопления в УИП. Добровольные все. А вот Все на добровольные. профессиональные это не распространяется, да? Вот касательно, да, вот небольшое уточнение, касательно того, что 50% вкладчик может перевести, это касается именно обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных. Мгм. А добровольный вкладчик может в полной сумме перевести. Мгм. Да, вы достаточно хорошо рассказали, как работает этот механизм, а вот теперь давайте посмотрим в сторону вкладчика, как он может оценить, не будучи профессиональным финансистом, как он может оценить на короткой дистанции, сложно сказать, в этот раз удачно, на следующий год нет, и, наверное, вы по своей статистике тоже видите, что какая-то управляющая компания один год показала лучший результат, второй чуть хуже, это вот как состязание такое идет постоянно. Но на что надо обратить внимание именно вкладчику? Не при выборе уже управляющей компании, а вот именно по показателям, особенно если у него все 5 компаний представлены. Ну, наверное, как Лизат уже сказала, нужно в первую очередь обращать внимание на доходность переданных накоплений, то есть ту доходность, которую заработал УИП за период вот управления активами. И также нужно еще, наверное, обратить внимание на стратегию управления компанией, поскольку разные компании могут применять разные стратегии управления. Наверное, поподробнее о стратегиях управления раскроет Лизат. Вот. Ну, я добавлю, наверное, как я уже говорила, необходимо смотреть за прогрессом, да, по структуре, в какие отдельно взятые УИП инвестируют, то есть кто-то больше там в акции или ETF, да, или больше на корпоративные облигации. То есть вам должна откликаться, да, вот эта стратегия, вот самого УИП, Целям, прогресс, задачам, да, соответственно, нравятся ли те инструменты, куда инвестируют управляющий инвестпортфелем. Это важно, и до принятия решения, как я уже говорила, конечно, нужно понаблюдать обязательно, доходность сопоставлять, да, то есть, может быть, один УИП, он в долгосрочной, да, какой-то перспективе нацелен, но достаточно на благонадежные какие-то хорошие фундаментальные инструменты. Ну, как я сказала, это все-таки ваш выбор, да, никто не подскажет, и это индивидуальный должен быть выбор каждого. Что люди Да. выбирают, кто-то между Да. надежностью и доходностью, кто-то хочет и то, и другое, да, хотя Конечно. не всегда это совместимо, да, высокая доходность с высокой гарантией надежности, но тем не менее. Ну, я хотела вот здесь еще добавить, что поскольку регулятор, да, в лице уполномоченного органа, он достаточно, ну, как сказать, регулирует вот момент, когда в какие инструменты можно размещать активы пенсионные. То есть существуют определенные лимиты инвестирования. Да, существует и они... перечень определенных финансовых инструментов, в которые разрешено вообще инвестировать пенсионные активы. То есть получается как бы по надежности, если говорить, да, то это обычно, ну, как достаточно надежные финансовые инструменты, которые уже были
Опробированы, да, может быть, рассмотрены, каким-то, и или рассмотрены, да. перечень их утвержден был уполномоченным органом. А вот, кстати, я хотела уточнить, а те лимиты, которые существуют для Национального банка при инвестировании пенсионных активов, они такие же точно установлены и для управляющих компаний, или все-таки есть тут дифференцированный подход? Там разница есть, но помимо этого еще каждый же УИП определяет свою инвестиционную декларацию при подписании договора, то есть он точечно, да. Вот я подумала, определяет. если это все обезличенно передается, УИПы не знают, кто его вкладчики, но вкладчики знают, какой он УИП передал. А может ли тогда вкладчик напрямую контактировать с УИПом, позвонить менеджеру, спросить, задать интересующие его вопросы, прежде чем, например, принять решение о переходе из одного в другой? То есть вот тема коммуникации, рекламы, я не знаю, какой-то информационной политики, она же имеет право быть? Ну, в целом, я полагаю, что на информационных ресурсах ЕНПФ информации более чем достаточно. Мы очень много информации выкладываем, в принципе, и обучающие ролики. Все-таки мы выступаем как неким фронт-офисом, да, перед вкладчиком. Понятное дело, что мы не можем сказать, куда вам необходимо идти, но снабдить вас всей необходимой информацией, это, конечно, в наших руках. И, по сути, в дальнейшем, стратегически тоже будет усиливаться в этом направлении работа, именно информационная составляющая и информационная поддержка вкладчиков-получателей. Я вот еще о чем подумала. Может быть, у вас уже есть статистика, кто предпочитает переходить из-под управления Национальным банком в УИП? Более молодые люди, мужчины или женщины, горожане или селяне? Такой статистики еще не делали? Ну, знаете, у нас есть статистика в разрезе регионов. К сожалению, в разрезе возраста статистики нет. Но если смотреть в разрезе регионов, то первое место занимает Алмата. То есть там, где финансовая грамотность повыше, или по молодежи побольше, студенческой? Как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, что все-таки это связано с уровнем дохода, который... Третья причина. Да, и все-таки, наверное, и возрастной тоже имеет значение. Наверное, самые опытные и самые молодые. Да. Те рискуют, а те знают, да? Да. Это очень интересно. Ну вот, можно было бы, конечно, спросить, а если еще какие-то компании, которые стоят в очереди, чтобы взять в управление пенсионные активы, но посмотрим шире. Как вы думаете, как дальше будет развиваться вот эта сфера управления, частного управления пенсионными активами? Какие тут есть перспективы и возможности? Хорошо, что вы затронули тему финансовой образованности, да, населения. На самом деле, я сама лично наблюдаю, что растет уровень образованности, заинтересованности в рынке ценных бумаг, рынках капитала. Я думаю, что население, они становятся более осведомленными. И в этом отношении и регулятор, и все задействованные органы, Национальный банк Республики Казахстан, Ассоциация финансистов Казахстана, все прекрасно понимают, время не стоит на своем месте и требует прогресса. В этих целях, с целью дальнейшего стимулирования вкладчиков-получателей в участие в управлении пенсионными активами, ряд инициатив планируется, да, и они достаточно интересные, поскольку с целью повышения доходности возможно, будут разработаны 3 стратегии. То есть помимо того, что вы выбираете определенного УИП, вы еще внутри, да, выбрав своего оператора, грубо говоря, еще и можете определить стратегию. Умеренная будет у вас стратегия инвестирования, рисковая или консервативная. Естественно, в зависимости от этой стратегии мы все понимаем, что чем выше риски, тем выше доходность. И когда вы выбираете определенную стратегию, то, предположим, рисковый выбрали портфель, то и, соответственно, для каждого, невзирая на то, что по сути это ваши риски, поскольку вы делали выбор сами, тем не менее регулятор прорабатывает вопрос по установлению определенных композитных индексов, так называемый бенчмарк. То есть по достижению этих индексов, грубо говоря, УИП выполняет свои обязательства. То есть мало того, что вы хотите более интересный, да, более агрессивный портфель выбрать, но помимо этого у вас еще и гарантия по бенчмарку будет предусмотрена. Этот бенчмарк, он композитный, из определенных показателей, достаточно продвинутых показателей, да,
будет устанавливаться в отношении УИП, и это, ну, я думаю, в принципе, будет очень такой мультипликативный эффект. Все мы понимаем, что потенциал огромный в нашем финансовом рынке, у нас люди очень подкованные, и дальше надо развивать и рынок ценных бумаг, и рынок капиталов. Соответственно, когда будет больше вовлеченности со стороны вкладчиков, то и, соответственно, у ИПов появится конкуренция, будет больше активности на рынках. То есть вообще инициатива интересная, достаточно интересная. Я думаю, в принципе, нам нужно только подождать, заниматься самообразованием, повышением своей финансовой грамотности, потому что, как я сказала, время не стоит на своем месте, и все это понимают прекрасно, и дальше надо нам всем развиваться, и в том числе с нашей пенсионной системой. Добавите что-то, Леда? Ну, что можно еще добавить? Действительно, сейчас вот ряд мер планируется, и все эти инициативы поддерживаются уполномоченным органом. Как бы ЕНПФ тоже со своей стороны очень поддерживает эти инициативы. И мы хотим работать во благо наших вкладчиков. Урок, спасибо. Урок, который я вынесла из нашей с вами беседы, вкладчик, хоть его деньги остаются в ЕНПФ, хоть он передает в УИП, он, по идее, своими деньгами не рискует. Он всегда получит то, что он перечислил, и хорошую инвестиционную доходность, гарантированную, с одной стороны, государством, с другой стороны, активами УИПа. Так правильно же? То есть потерь не произойдет. Ну, по сути, это на самом деле уникальный подход. Я ни в одной стране такого не видела, что помимо того, что ты сам берешь риски на себя, выбираешь рисковую стратегию, но тем не менее перед твоим же, перед тем же своим УИПом ставят определенные показатели, по которым они должны эти показатели достигать и доходность обеспечивать. Ну, достаточно уникальный подход. Посмотрим, что будет. Но опять-таки, как Илья сказала, соглашусь, мы за прогресс, мы как ЕНПФ всегда готовы поддерживать своих вкладчиков, как информационно, так и во всех аспектах, потому что да, мы за будущее, потому что как ни крути, все равно пенсия нас всех ожидает. И, да. Спасибо большое, было очень интересно. Ну, а что можно сказать вкладчикам Единого накопительного пенсионного фонда? Не будьте пассивными, пользуйтесь теми возможностями, которые он предоставляет, и фонд, и государство. Старайтесь следить за своими деньгами, и, может быть, благодаря вашей активности доходность будет значительно выше. Значит, и пенсия богаче. Спасибо.